Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами из студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. В районе Донецкого аэропорта продолжаются перестрелки. 15 лет Путина у власти. Эксперты оценивают результаты. Музей жертв репрессий находится под угрозой. Начнем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Второй пилот самолета Airbus A320 авиакомпании Germanwings намеренно устроил катастрофу, направив лайнер к земле. Такой вывод после расшифровки записи речевого самописца делает прокуратура Марселя. Против пилота возбуждено дело о преднамеренном убийстве. Как оказалось, второй пилот до момента столкновения самолета с землей находился в кабине и был в сознании. Незадолго до крушения командир экипажа покинул свое место, но позже не смог вернуться назад. Дверь была заперта. Есть информация, что он стучал, пытался выбить дверь, однако попасть к штурвалу ему так и не удалось. На борту самолета А320, выполнявшем рейс из Барселоны в Дюссельдорф, находились 150 человек. Все они погибли. К событиям в Украине. Под Артемовском на мине подорвался автобус. Как минимум 4 человека погибли, около 20 ранены, сообщают в Донецком областном УВД. Автобус следовал по маршруту Артемовск-Горловка. Водитель решил объехать блокпост по грунтовой дороге, и произошел взрыв. По заявлениям украинских правоохранителей, после подрыва боевики открыли по автобусу минометный огонь. Замминистра обороны так называемой ДНР Басурин на нашу просьбу прокомментировать эти заявления ответил, что информация об обстреле не располагает. В Украине действует относительное перемирие. По данным руководства АТО, за последние сутки жертв и раненых среди военных украинской армии нет. Однако земля Донбасса скрывает тысячи неразорвавшихся снарядов и закопанных мин. О ситуации на территории, которую Киев не контролирует, наша коллега, журналист из Донецка Екатерина Малафеева. Заминированные районы – это районы, на которых недавно проходили бои. Сейчас это такая территория под Дебальцево. Уже на протяжении месяца каждый день в 4 часа происходит проверка этих территорий. Мирное население звонит, говорит о том, что вот мы нашли там ракету, проверьте ее, пожалуйста. В первую очередь это идет инфраструктура, школы, больницы, после этого уже частные дома. Саперов хватает, опять-таки познакомились с человеком, который прибыл из России, и он специалист. Он их научил казаков разминировать. Люди же обычно как? Они хотят пройти, сократить путь, пойти через лес, а там, естественно, могут и на растяжку встретить, или снаряд какой-то не разорвавшийся, может быть. Между тем, специалисты НАТО продолжают обучать украинских военных. Тем, кто воюет в районе Донецкого аэропорта, эти знания особенно нужны. Несмотря на мирные договоренности, там в эти дни шквальный огонь. Не просто и под Мариуполем. По словам украинских военных, город готовится к атаке боевиков и российских войск. Екатерина Кочкина. Его перекинули сюда, прикрываются ним и дальше пішли. В Украине продолжается 4-я волна мобилизации. Новобранцев и добровольцев учат пользоваться автоматами, стрелять из гранатометов, оказывать первую медицинскую помощь при ранениях. Срок обучения – 2 недели. На поле бою, сами разумеете, гинут их браты. На поле боя есть их братья, поэтому нужно спасти как можно большее количество людей. Условия учений приближены к реальным. Реальная стрельба не утихает в Песках, к северу от Донецкого аэропорта. В среду, 25 марта, украинские военные пытались вынести с поля боя раненого товарища, но шквальный огонь со стороны сепаратистов долго не позволял им этого сделать. Этот пес стреляет оттуда. И пока он ведет огонь, мы не можем достать нашего друга с этой точки. Район Донецкого аэропорта – одно из немногих мест, где Минские соглашения так и не вступили в силу. Выстрелы слышны там каждый день. Город Мариуполь. По мнению военных, именно он станет следующей горячей точкой на карте боевых действий. Солдаты, дислоцирующиеся там, считают, что сепаратисты пойдут на город в попытке прорубить сухопутный коридор из Донбасса в Крым. В любой час воины, захисники Мариуполя. В любое время защитники Мариуполя готовы занять свои позиции и выполнять задачи по защите города. Пока же здесь проходят артиллерийские учения. Но многие бойцы переживают, что сидят сложа руки, пока их товарищи гибнут в зоне боевых действий. Мы сидим сейчас, так сказать, можно без работы. Мы сидим сейчас, можно сказать, без работы, без дела. А наши ребята там.
Мы волнуемся, мы переживаем. А в Киев самолет ВВС США доставил первую партию американских военных автомобилей. Президент Украины сделал круг почета за рулем одного из них по летному полю. Всего в Украину должно прийти 230 подобных автомобилей. Экипаж «Хаммера» 5 человек. Экипаж «Хаммера» 5 человек вместе с водителем. Выдерживают пули, осколки, мины. Эта машина пройдет везде. В зоне АТО она очень пригодится. Люди, живущие в зоне боевых действий, настолько привыкли к стрельбе, что говорят о ней спокойно и безэмоционально, как о погоде. Вчера было весело, сегодня тихо. По сравнению со вчерашним днем, сегодня вообще. Я целый день здесь сижу. Вчера и в огород там прилетало, и вот здесь вот за домом взрывалось. Несмотря на обстрелы, жители прифронтовых деревень продолжают надеяться, что мир наконец наступит. Будем надеяться, потому что надежда умирает последней. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». По ту сторону океана также говорят о войне в Украине. Наш коллега из Вашингтона отправился в разрушенный Дебальцево. Наташа, ждем от вас подробностей того, как этот украинский город живет сейчас. Жители Дебальцева в Восточной Украине пытаются вернуться к нормальной жизни после ожесточенных боев, которые велись там в прошлом месяце. Тогда многие покинули город. В феврале пророссийские сепаратисты взяли Дебальцево под контроль через несколько дней после подписанного в Минске мирного соглашения. Репортаж нашего корреспондента Адама Бейлса. Над Дебальцево теперь флаг так называемой Донецкой республики. Пророссийские сепаратисты заняли город месяц назад. В районе Фестивальная пенсионерка Мария пытается починить окна. Один вопрос у всех. Сегодня стреляли по домам. Кто стрелял по этим домам? Тут же никого не было. На окраине города можно увидеть сожженные танки. Непрекращающийся обстрел из ракетных установок продолжался здесь на протяжении нескольких недель, когда украинская армия пыталась остановить наступление сепаратистов. Сотни домов сегодня лежат в руинах. Жители города убирают мусор и вставляют стекла, чтобы вернуться к нормальной жизни. По словам Элизы, те, кто остался, все это время прятался под землей. Она рассказывает, что не может восстановить слух после постоянных обстрелов. Посидели в подвале больше месяца. Нас били. Кто бил, я не знаю, кто нас бил. Было очень страшно. Грады летели. Голодные сидели. Квартиры перебиты. Дочка моя сидела. Вот сейчас уехала в университет в Луганск. Несмотря на отсутствие электричества, воды и газа в половине города, за последние 2 недели численность населения Дебальцева выросла с 3000 человек до 10. Люди возвращаются. Открылся детский садик, уже 32 человека в садике. С 1 апреля открываются школы, все учреждения. Практически 50% сделано света, воды. Несмотря на относительное спокойствие, жители Дебальцева опасаются, что война вернется в их город. И другие темы. Госдепартамент США распространил заявление, в котором указывается о внесении в список международных террористов российского гражданина, лидера Кавказского Эмирата Алиасхаба Кебекова. Он обвиняется в причастности к деятельности глобальной террористической сети Аль-Каида. В соответствии с решением властей США будут заблокированы все принадлежащие Кебекову счета и активы. Кроме того, американским организациям и гражданам запрещено теперь любое сотрудничество с Кебековым. Военный трибунал предъявил обвинение в дезертирстве Боу Бергдалу. Служивший в Афганистане сержант армии США был захвачен талибаном и провел в плену 5 лет. Год назад президент Обама обменял его на 5 талибов, и он вернулся в США. Бергдал также обвиняется в нарушении дисциплины в боевой обстановке. В Саудовской Аравии 9 стран Персидского залива начали военную операцию в Йемене против шиитских повстанцев, хуситов. Согласно заявлению Риада, удары были нанесены в ответ на прямую просьбу президента Йемена Абдраба Мансура Хади, которому пришлось бежать из страны. Белый дом в специальном обращении поддержал операцию и отметил, что президент Обама дал согласие на организационную и разведывательную поддержку со стороны США, хотя американские военнослужащие не примут прямого участия в боевых действиях. Иран, который поддерживает хуситов, выразил протест против действий Саудовской Аравии и союзников. Между тем, сегодня в Швейцарии проходит очередной раунд переговоров с Ираном по поводу ядерной программы. И с Аравийского полуострова в Россию. Передаем эфир нашим коллегам в Праге. Сергей? Конец гласности. Какой знак поставить после этой фразы? Вопросительный или восклицательный? Мы начинаем цикл сюжетов на тему «Свобода слова в современной России». Мой коллега Александр Касаткин собрал мнение тех, к чему слову прислушиваются.
На прошлой неделе в Горбачев-фонде прошел круглый стол, посвященный 30-летию гласности. Один из участников обсуждения, российский журналист Леонид Парфенов, заявил, что эпоха гласности не просто закончилась, но и сама журналистика принципиально изменилась. Медиапространство переродилось полностью. Это даже не пропаганда, это новое явление, которое я в своих обзорах называю медиатрения. То есть это средства массовой информации, оторвавшиеся совершенно не только от читателей, но и от традиционной журналистики. Александр Орлов был уволен с федерального телеканала, по его словам, за нелояльную публикацию на своей странице в Facebook. Он также уверен, что традиционная журналистика на грани исчезновения. Да, там присутствуют элементы и литературы, и театра, и постановочного кино. Вот. Но как бы все это работает на пропаганду. Все это работает на пропаганду, к сожалению. То есть, если как бы смотреть вот российские каналы, просто потоково, собственно, репортажей, ну, если мы говорим о новостях, о новостной журналистике или там о документалистике, репортажей, документальных фильмов в эфире о самой России, о ее проблемах, о том, что происходит там внутри власти или в обществе, их просто нет. Если человеку, даже не самому глупому, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю по основному источнику информации, то есть по телевизору, говорить, что он ну, кто угодно, филин, верблюд, жираф, ежик, то человек, к сожалению, начинает в это верить. Вот я думаю, что мы сейчас находимся в такой ситуации, когда нам объяснили, что мы вот кто угодно, только не люди, которые способны анализировать, разбираться, сомневаться, сравнивать, сопоставлять одно с другим. Вот все эти естественные процессы, к сожалению, у нас выключились. По мнению Парфенова, аудитории достаточно потреблять федеральную информацию. Однако и журналистам приходится полностью перестраивать свое отношение к работе. Ну, то есть люди там жертвуют профессией, предают профессию из-за статуса, который они получают. Это деньги, большие деньги, в случае каких-то там того же Киселева или там, прочих топ-менеджеров, да, или там ведущих журналистов. Но по сравнению со всеми остальными они получают какие-то запредельные деньги. Вот. Это, конечно же, страх у тех людей, которые, ну, как бы не разделяют всех этих пропагандистских установок, не верят в них. Вот, но боятся. Вот, боятся в том числе и оказаться на улице, боятся оказаться без куска хлеба. Кроме внешних ограничений, многие редакции все более активно прибегают к самоцензуре. В редакции медиахолдинга «Эхо Москвы» был принят кодекс поведения журналистов в социальных сетях. Он войдет просто в устав советом директоров и советом, акционерами «Эхо Москвы», а те журналисты, которые будут не согласны работать по такому уставу, они могут найти себе другое СМИ. По крайней мере, Алексей Венедиктов считает, что в России достаточно медиа, которые могут работать без таких правил, и туда могут эти журналисты обратиться. Однако давление испытывают не только отдельные журналисты, но и редакции в целом. Год назад редакция популярного новостного ресурса «Лента.ру» практически полностью сменилась после увольнения главного редактора Галины Тимченко. Мы получили кризис доверия, и мы получили, к сожалению, кризис внимания. Потому что государственные СМИ заполнили собой эфир очень плотно, и количество белого шума, производимого этими организациями, превышает все допустимые нормы. Не лучшим образом обстоят дела и в регионах России. Самая нашумевшая история – закрытие вещания томской телекомпании ТВ-2. Это вызвало массовые протесты томичей, которые продолжаются до сих пор, несмотря на судебные преследования. Очень часто звонят люди с одним единственным вопросом: скажите, есть хоть что-то обнадеживающее, скажите хоть что-то хорошее, можем ли мы надеяться, что компания появится. И мы честно говорим, что шансов практически никаких. Некоторых участников одиночных пикетов в защиту телекомпании ТВ-2 сначала вызывали на допросы, а потом было судебное заседание. 2 участников одиночных пикетов признали виновными в организации этих самых одиночных пикетов. Леонид Парфенов в телефонном разговоре со мной отказался обсуждать будущее российской журналистики, сказав, что говорить о мертвом не видит смысла. Будут ли журналисты молчать? Завтра в нашей программе. Александр Касаткин. Настоящее время.
Ровно 15 лет назад Владимир Путин впервые победил на выборах президента сразу в первом туре. За преемника Ельцина свои голоса отдали почти 53% россиян. Что любопытно, если выборы состоялись сейчас, за Путина проголосовали бы 55%. Таковы последние данные опроса Левада-центра. Как изменилась ваша жизнь за эти 15 лет? Как вы воспринимаете Путина сегодня? С такими вопросами корреспондент «Радио Свобода» обратился к москвичам. В лучшую сторону. Молодец. За ним надо стоять, как за каменной стеной. На мой взгляд, с ним мало что изменилось. Просто он, по-моему, сейчас имеет возможность делать то, что делает. Вообще я люблю его. Я молюсь за его здоровье. Более крепким политиком, заслуживающим доверия населения. Ну, то, что он говорит, то у нас появляется. Наверное, так. Я не знаю, как изменился он, но я знаю, что отношение к нему изменилось. Его больше людей стали любить. Я сатирик и пишу про Путина много. Тем более Неизменяемый Володя, царя-батюшкина вроде. Эпоха Путина. Тема эфира наших коллег из Вашингтона. Наташа, продолжайте. Наверное, стоит напомнить, что решающей датой передачи власти в России было не 26 марта 2000 года, когда прошли досрочные президентские выборы, а 31 декабря 1999, когда Борис Ельцин сказал «Береги Россию, Володя». Комментарий Андрея Пятковского, автора книг и статей, посвященных нынешней российской власти. Я напомню свою классическую формулу, которую я дал как раз через несколько дней после этих знаменитых слов Володя «Береги Россию». Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России. И без ложной скромности скажу, что за прошедшие 15 лет эта формула подтвердила себя полностью. Ну, шаг за шагом, эта вот фашизация страны произошла за эти 15 лет. Понимаете, Путин, вот эта процедура «Береги Россию, Володя», она же очень напоминает другую пару. Передачу власти престарелым Гинденбургом такому сравнительно молодому Гитлеру. Ну, Гитлер установил фашистскую диктатуру, и немецкий мир пошел расширять границы Третьего Рейха и воссоединять исторические земли очень быстро. Ну, потому что Гитлер был ярким политическим деятелем. У него была своя биография и своя харизма. Это же было такое бюрократическое ничтожество par excellence. И поэтому вот этот период, который, может, у Гитлера занял 15 месяцев, от Веймарской республики до фашистского государства, при нашем маленьком фюрере он занял 15 лет, но, в общем-то, результаты те же. Ведь поразительно, это же не я один, и не только какие-нибудь национал-предатели заметили, что крымская так называемая речь, произнесенная Путиным год назад, 18 марта, это точная копия, ремейк гитлеровской судетской речи. Путина в начале его президентской карьеры недооценил не только покойный олигарх Борис Березовский. Известный американский политолог Иэн Бремер, президент группы «Евразия», опубликовал в 2000 году в «Нью-Йорк Таймс» статью, написанную в соавторстве с Борисом Немцовым, где заявил следующее. Положение России могло бы быть намного хуже, если бы у нее не появился лидер, неукоснительно соблюдающий ее национальные интересы. И сейчас довольно трудно представить себе более благоприятную ситуацию. Конец цитаты. Сегодня политолог говорит, что сожалеет о том, что написал эту статью. Мы спросили у доктора Бремера, есть ли в обозримом будущем шанс на улучшение американо-российских отношений. Пока Путин остается президентом, отношения между Соединенными Штатами и Россией не будут находиться в нормальном состоянии. Это накапливалось долго. Российская риторика о том, что Америка приложила руку к процессу упадка России, это экспансия НАТО, противоракетная оборона, энергетическая политика в Каспийском регионе, в границе России, и сейчас наиболее важная тема Украина.
Думаю, что многие россияне десятки лет ждали того, чтобы какой-нибудь русский встал, выступил перед Думой и сказал, что Россия этого больше не потерпит. Я полагаю, что высокий рейтинг Путина основывается именно на этом. Теперь, когда состояние российской экономики оставляет желать лучшего, российская стратегия демонизации Запада прочно укоренилась, и от нее в ближайшее время не откажутся. В сегодняшнем мире многое постоянно меняется, но самое серьезное изменение произошло с Россией, которая раньше пыталась балансировать между Востоком и Западом. Так что отношения США с Россией действительно пережили перезагрузку, только не в том направлении, на которое рассчитывали американцы. Другая тема. Беларусь остается одной из наиболее проблематичных стран мира в сфере прав человека. Такой вывод сделали международные эксперты, собравшиеся на конференцию, посвященную предстоящим в Беларуси президентским выборам. Сегодня Беларусь оказалась в тени украино-российского конфликта. Ситуация там может резко измениться в зависимости от того, какой окажется дальнейшая политика Кремля. Рассказывает Вадим Оленичев. Участники конференции, прошедшей в вашингтонской организации Freedom House, едины во мнении. Александр Лукашенко крепко держит бразды правления в Беларуси, но его трон может пошатнуть дальнейшее развитие событий в Украине и России. Российско-белорусские отношения эксперты оценивают как довольно сложные. С одной стороны, Лукашенко едва ли не самый верный союзник Путина. С другой, он опасается, не захочет ли северный сосед осуществить в Беларуси сценарий наподобие крымского. Но эта уязвимость, указывают эксперты, объясняется просто. За последние 2 десятилетия Лукашенко не предпринял никаких действенных шагов к тому, чтобы продвинуть страну к демократии, создать мощный средний класс и обрести новых европейских союзников. Я не думаю, что Лукашенко способен на серьезное преобразование в Беларуси. У него есть свои подходы. Он их придерживается 20 лет не просто так. Он не собирается давать больше свободы гражданскому обществу, политической оппозиции. Он не собирается давать эту свободу и бизнесу. Смена власти, мирная смена власти в соответствии с Конституцией. В результате выборов это был бы оптимальный путь для Беларуси. Арест Дейчакивский из Хельсинского комитета Конгресса США отметил, что в течение последних 3 лет в отношениях власти и оппозиции сохраняется определенный статус-кво. Поэтому и масштаб репрессий в отношении населения также незначителен. Однако, отмечают эксперты, если верить сложившейся схеме, то как раз в преддверии президентских выборов можно ждать ужесточения дискриминационных акций со стороны режима Лукашенко. Если власть дискриминирует свой собственный народ, то рано или поздно такой режим становится нестабильным, разваливается, наступает кризис, затем напряжение в обществе, начинается гражданская война и прочее, и прочее. Поэтому для нас это не только альтруистический, но и практический подход к проблеме власти в Беларуси, затрагивающий нашу национальную безопасность. Вот почему в том, что касается характера государственной власти в Беларуси, у участников форума нет сомнений. Это не что иное, как диктатура. Беларусь, отметил Стивен Никс из Международного республиканского института, остается закрытым репрессивным обществом. По мнению экспертов, единственный способ поменять власть в Беларуси – это если оппозиция сплотит свои ряды и выдвинет единого кандидата. Но в честные президентские выборы не верят ни белорусские, ни западные политологи. Прогноз экспертов на ближайшее время таков. Александр Лукашенко – один из самых лояльных к Кремлю лидеров на постсоветском пространстве. Он не подвержен влиянию Запада и может быть очень полезен России как ассистент в ее противостоянии с Украиной. Это значит, что Москва приложит все усилия, чтобы обеспечить Лукашенко победу на предстоящих выборах. Вадим Оленичев, Сергей Москалев. Настоящее время. Вашингтон. В России вновь переписывают историю, а точнее пытаются вырвать из нее неприглядные страницы. Наши коллеги в Праге продолжат тему. Пермь-36. Последний в России сохранившийся музей истории политических репрессий. Местных историков, которые его основали, власти заменили государственными сотрудниками. Уволенные опасаются, преступления периода СССР будут, если не оправдывать, то точно замалчивать. Окружающая Пермь-36 колючая проволока медленно ржавеет в снегу. Когда-то на этом месте был трудовой лагерь для политических заключенных Советского Союза. В 1996 году здесь открылся музей, но в настоящее время он подвергается реформации, а его основатели обвиняются в отсутствии патриотизма. Это специально сделано западными спецслужбами, еще раз говорю, ЦРУ, Великобритании плюс ко всему, фондами, для того, чтобы создать болячку. И все время около этой болячки людей, вот посмотрите, ГУЛАГ, это вот плохо было, тут людей, до чего-то, там расстреливали, кажется, морили людей голодом, там их над ними издевались, врали бесконечно. Гнев Анатолия Терентьева вызывают подобные экспонаты.
Здесь посетителям рассказывают о заключенных и о том, что арестантам пришлось пережить. Мы не хотим быть на чьей-то стороне. Мы хотим быть буфером, мы хотим объективности. Мы хотим, чтобы была услышана точка зрения бывших сотрудников, точка зрения государства, грубо говоря, и мы хотим, чтобы была услышана точка зрения политзаключенных. В этом и есть, на самом деле, задача музея. Бывший куратор музея Виктор Шмыров сильно обеспокоен. Он был отстранен от должности в прошлом году и считает, что с тех пор музей уже сильно изменился. Наши выставки, наш сайт, наши гиды рассказывали не столько о лагере, сколько о репрессиях. Говорили, вот репрессии, тогда такие-то, столько-то там людей подверглось репрессиям в такие-то годы, в таких-то регионах. Вот о чем мы говорили. Сейчас об этом эти сотрудники не говорят. Они говорят, вот это барак, в нем заключенные содержались. А вот в этом месте они обедали, вот там был у них туалет, вот и все. На фоне возрождающейся популярности Иосифа Сталина и переписывания некоторых страниц советской истории судьба музея остается неизвестной. Это «Настоящее время». Вновь передаем слово в Вашингтон. Наташа, продолжайте. Спасибо, Сергей. У нас экономика. Снижение цен на нефть отразилось на темпах освоения нефтяных месторождений в некоторых регионах США. В частности, в Техасе, где в последние годы объем добычи нефти увеличился благодаря разработке крупного сланцевого месторождения Eagle Ford. Репортаж нашего корреспондента. Сегодня в этом некогда тихом сельском районе на юге штата Техас жизнь буквально бурлит. Благодаря разработке сланцевого месторождения Eagle Ford города, подобные Кеннеди, переживают настоящий бум. Открываются новые бары, рестораны, торговые центры. В Панна-Мария, основанном польскими иммигрантами в середине 19 века, Марк Мика построил новый дом на деньги, которые нефтяные компании заплатили ему за право бурить на его земельном участке. У меня дела идут замечательно. Как и у многих здесь, в этом округе много миллионеров. Однако из-за снижения цен на нефть разработку новых проектов пришлось приостановить. Хелен Эрнандес выдает разрешение на разработку проектов в округе Карнс. Составляется прогноз по поводу того, сколько скважин будут бурить в этом году. Пришлось сократить все наполовину. Это беспокоит нефтяника Трэвиса Джексона. Все, конечно, рады, что цены на бензин снизились. Я знаю, мой отец, например, рад. Для нас же это означает, что нет работы, нет денег. Некоторые компании уже начали увольнять сотрудников. Те же, у кого издержки производства ниже, продолжают активно работать. Водитель грузовика Рональд Томас говорит, что там, где он работает, спад пока не ощущается. Я рад, что пока работаю, нормально зарабатываю. Работы много, пока все стабильно. Говорит Амар Гарсия, президент организации South Texas Energy and Economic Roundtable, которая представляет интересы компаний, работающих в районах месторождения Eagle Ford. Эти компании просто так не откажутся от проектов, в которые они инвестировали миллиарды. Они будут продолжать добычу. На юге Техаса всегда будет много работы. На каком уровне? Все это будет зависеть от цен на нефть в этом году. По словам Гарсии, разработка месторождения началась довольно недавно, поэтому эти люди еще не переживали падение цен. Эти районы впервые столкнулись с проблемой снижения цен. В других частях страны, в других частях Техаса это уже было. Он отмечает, что в этом регионе экономика не росла на протяжении 20 лет, пока не начался сланцевый бум, в результате которого только в прошлом году экономика получила 87 миллиардов долларов и было создано 150 тысяч рабочих мест. Нефтяные компании рассчитывают на то, что цены на сырую нефть стабилизируются этим летом, и владельцы местных бизнесов и местные власти надеются на то, что так и произойдет. Люди здесь полны оптимизма. Они верят, что в ближайшие месяцы цены на нефть опять вырастут и бум продолжится. И последний из Вашингтона. В Белом доме состоялся второй ежегодный фестиваль кинофильмов, снятых школьниками. Правда, там были участники совсем маленькие. Президент Обама заметил, что один из них был без зуба, что, впрочем, не помешало ему стать призером фестиваля. Картина 6-летнего продюсера Ноа Бозмана, сына пожарного из Монтаны, рассказывает об изменении климата и ландшафта в его родном городе. Всего на фестивале было представлено 15 фильмов, авторами которых были учащиеся от 6 до 16 лет. По словам Обамы, этот фестиваль важен не менее Каннского, во многом благодаря темам, которые подняли его участники. На этом наша программа подошла к концу. Смотрите нас, присоединяйтесь к нам в социальных сетях. И до завтра. Спасибо, Сергей.
Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.